Срок действия выданного вида на жительство изменят с 5 на 10 лет. Парламент Абхазии принял поправки в закон о правовом положении иностранных граждан в окончательном чтении. Установлен перечень документов, подтверждающих постоянное проживание в Абхазии. Незадолго до принятия этого закона мы поговорили с главой Галского района Константином Пили о том, почему нужны такие изменения в законодательстве и как вообще решать вопрос интеграции жителей Галского района в жизнь страны. Что в этом законе основное и самое главное, там какие были проблемы, я скажу. Самое главное, вот что было. Вот человек, нужно было доказывать свое 10-летнее пребывание для получения вида на жительство. Доказывать это можно было только документами органами МВД. То есть, если у него ранее был паспорт, не тот СССРовский раньше. Это было когда? Вот до сейчас такая ситуация, до сейчас принятия такая ситуация. законопроекта. Сейчас человек может прийти, у него 5-летний вид на жительство закончился, он его сдает, ему спрашивают, ему говорят, вот 5 лет, а вот до получения этих, где вы были 5 лет? Понятно, он был в районе, понятно, он вписан по хозяйственную книгу, он сельчанин, работает, но документы для принятия, для вложения вида на жительство нового нужно только правками МВД. Или форма 9, ранее выданная, или у многих были эти документы. Но когда им выдавали первый раз вид на жительство, эти документы, конечно, старые изъяли, и неизвестно даже где, мы даже архив не можем найти. Вот с этим проблемы, сложности вот с этим. Надеюсь, закон это отрегулирует, чтобы человек, как в нормальной стране, сдал свой просроченный документ, там снял дактилоскопические какие-то процедуры, там сфотографировали его и выдали ему новый. Это нормальная ситуация в нормальной стране с нормальной базой данных. И вот этот закон это тоже будет регулировать. Далее, для получения еще и абхазского гражданства для этнических абхазов. Этот закон тоже там будет регулировать. То есть, кто хочет вернуться к своим исконным фамилиям, он сначала подает Абхазский институт или Абиги, будет проводить исследование, действительно ли это историческая фамилия абхазская, присваивается ему то, что вот он национальность он меняет, и после этого ему будет уже выдаваться паспорт гражданина. А было наоборот. Сначала надо было получить свой документ гражданина Абхазии как местному, как грузину. Очень сложно, практически невозможно. Практически. И только потом, став гражданином, пойти менять национальность. Архисложная была задача, и я таких случаев практически не знаю, если он не единичный. Человек вот это все прошедший, все получивший, еще потом идти на АБА, паспорт один раз схватил, и все, он счастлив. И даже уже потом до смены фамилии уже потом, он даже боится вообще смотреть на наши какие-то службы. И посему вот такое вот обличение, много-много несправедливости, конечно, в депутатском корпусе, насколько мне известно, царит единогласие. Депутаты оппозиционные, депутаты командные, все за. Я думаю, нарекания закон не вызовет. Но надо делать все персонально, каждому подходить надо персонально. У нас были лишены граждане географически. В пределах географии, как говорится, в пределах границ района, плюс еще 2 соседних в пределах сел. И вот так очень несправедливо. Сейчас будет каждым персонально будет рассматриваться. И я вот всегда говорил и говорю, мы по всем районам, вся администрация и вся ответственность, которая у нас лежит на районе, мы поборемся за детей, за людей, рожденных в Республике Абхазия. Старшее поколение я решить вопрос не смогу, да и не берусь. Уже по виду на жительство, уже хотя бы минимальные условия создать для облегченного. А вот за младшее поколение поборемся. Ну, а по аргументу противников того, чтобы вот жителям Галского района давали гражданство, они же говорят о том, что жители Гала имеют параллельно и гражданство Грузии, что они должны доказать, что они не являются. Вот с этим как быть, как им ответить? Да, это тоже текст, и подтекст на самом деле во всем лежит политика, все это политические голоса, надо это понимать. Что происходит. Я потому часто, вот когда дают интервью, всегда говорю, оппозиционные депутаты, в том числе, и, наверное, одни из первых, которые поддерживают этот закон. Что получалось, когда года 2 назад занимались этим вопросом, вернуть хотя бы этнических абхазов. На первое сразу около 6 тысяч получилось. 6 тысяч – это во время предвыборной кампании, это 5% голосов, это существенно. И теперь та власть, которая это сделает, значит, это будет ее электорат.
Соответственно, оппозиция этого не хочет. Сейчас я без критики оппозиции, я о системе говорю, вообще государственного устройства. Любая оппозиция не хочет давать какие-то преференции действующей команде власти. Это так работает система. И вот это был камнем преткновения тоже в разговоре, в беседе. Вот, плюс 6 тысяч голосов, это как? И все сошло на нет аргументами, что грузинское гражданство, что это вот как получилось. Потому я говорю, это должно быть, это решение общекомандное, общенародное, чтобы не было, вот эта власть сделала, или эта оппозиция сделали. Пускай люди знают, что это народ Абхазии это сделал, вот как бы в общем. Вот такая ситуация. Во всем лежала политика. Сейчас все равно, вы знаете, даже если закон примется прямо массово, потихонечку, потому что каждый надо рассматривать индивидуально. Это уже человеческий фактор, это уже ежедневная рутинная работа, и очень быстро это не получится. Она будет в течение 2-3 лет будет продолжаться, потому что каждый будет рассматриваться персонально. Константин Эдуардович, но если отбросить вот эту внутриполитическую борьбу между внутренними, да, силами Абхазии, а если все-таки некоторые граждане имеют грузинское гражданство, и параллельно все-таки наши, допустим, органы не будут об этом знать и выдадут гражданство Абхазии, видите ли вы в этом какую-то опасность? Скажу по гражданству Грузии, скажу. Например, для этнических абхазов у нас абхаз где бы ни рожден, правда же? Где бы ни родился, какими гражданствами не обладал бы мировыми, он по своему рождению будет гражданином. В нашем законе. Вот батумские абхазы. Все граждане Грузии, потому что они абхазы, мы им даем гражданство, не обращая на это внимания. Я думаю, это вопрос тоже такой же несложный. За 30 лет в Галицком районе, уверяю вас, нету ни одного, который хотел бы причинить вред уже республике. Или был бы замешан в войне, или был бы замешан в крови. Нет таковых. Спецслужбы работают давно и плотно. Таких никого, это простые люди. А то, что у них граждане Грузии, это мы их толкнули. В большинстве случаев мы сами на это толкнули. Для того, чтобы получить даже вид... Вот просрочился документ гражданства, которое у них изъято было. До последнего люди держат и надеются, что все-таки что-то будет. Бах, срок закончился, все, это уже не документ. Теперь, чтобы заявиться за видом на жительство хотя бы, надо заявиться каким-нибудь легальным документом, у которого срок действия открыт. Каким-нибудь. Посему говорят, иди в Грузию, получи паспорт, приходи сюда, заявись этим документом, и ты получишь вид на жительство как иностранный гражданин. Ты говоришь, что ты иностранный, что ты гражданин вообще какой-то странный. То есть ты автоматически потеряешь свои права здесь, да, и конечно. Заново должен... Идти в Грузию, получить паспорт Грузии, вернуться в нашу паспортную службу, предоставить этот паспорт грузинский и заявиться на прошение на вид на жительство. То есть мы их сами заставляем получать грузинское гражданство? Мы их сами, да. Очень сложная ситуация. Я тоже много не понимал, когда ранее не касалось Галицкого района. Более того, так не секрет, попал, там кардиологические проблемы были, попал в больничку, наши врачи. Вот там в Гале, вот люди, граждане, не так. Просто люди не знают. Когда начинаешь объяснять, что за этим происходит, то по умолчанию берут гражданами. Вот, а потом, это действительно так? Ой, а мы не знали. Нету информационного обеспечения всей ситуации. Я сегодня вам благодарен за приглашение, то, что вы в очередной раз подняли эту тему. Эту тему надо решать. 19 школ, повторяюсь, 7 детских садов. Все это содержание Республики Абхазия. Ежегодно около 200 выпускников. 250 до 300, от зависимости от ситуации. И каждый год выпускаем детишек. Просто даже когда мы с ним куда-то выезжаем, это они завоевывают медали, это хорошее образование, это хорошее творческое образование. Просто лучших. Вот так вырастили и отдали другую страну и сделали гражданами чужой страны. Как для родителей, для себя, я тоже понимаю, мой ребенок был бы в этой стране, не имел бы, в общем, прав. Я тоже постарался бы найти страну, где он будет полноценным и где он что-то в жизни достигнет. Надо дать шанс, обязательно нужно это сделать, чтобы родители уже, что их дети будут в своих домах, на своей родине, в Республике Абхазия полноценными гражданами. Тогда будет и другое развитие в районе тоже. Вот если говорить о развитии района, помимо вот этих политических прав собственности, есть еще и проблема занятости, которая может тоже решить эту проблему. В 2021 году президент, посетив район, говорил о 14 тысячах трудоспособного населения в Галском районе, из которых всего 2000 работает. То есть вот человеческий ресурс,
вот люди, которые могут работать для страны, и мы их заставляем, получается, искать другие места. Больше. Это 2000 в государственном секторе, 1400. В общем, около 5000 заняты в экономике. В общем. Это и частные, и государственные. Все вместе около 5000. Сейчас 5000 человек работает в районе, а могло бы сколько? 3 раза больше, вот эти данные 2021 вообще года. Трудолюбивые люди, вообще все готовы работать. Я недавно давал еще где-то интервью и сказал, в любом месте в Абхазии, если мы начнем заниматься сельским хозяйством, мы столкнемся с проблемами трудовых ресурсов, кто этим всем будет заниматься, кто будет работать. В Гале таких проблем нет. Потому туда идет и бизнес, особенно сельхозбизнес, потому что люди всегда, ближайшие села, готовы поработать, заработать нормальные, здоровые деньги. Какие им экономические стимулы нужны, вот, чтобы вовлечь население Галского района еще больше в экономику страны? Ну, первое, это вот это, что я сказал, юридические люди должны понимать, что они в этой стране, как говорится, в серьезе надолго, да, это местные, они должны понимать, что Кстати, их вот дети... право собственности на дом, как они сейчас передают это право? Они могут только его продать. И если дети, то вступить в наследство. Не попросить расширение, не пристройку, не немного землю добавить там для того-то. Земельный налог, земельное законодательство тоже запрещает, только гражданами надо дело иметь в республике. И эти, конечно, масса проблем. И хочу вам еще сказать, у нас даже по уровню потребления электроэнергии, борьба с майнингами, с фермами, совсем такое проводится в ежедневном формате, и результаты хорошие. Мы впустились на уровень потребления 2019 года, когда еще майнинг вот этого криптовалюты вообще не существовал практически в таком объеме. Но я вижу, что и отток населения в том числе тоже занижает вот это вот потребление. И все вот это в совокупности, вот эти массы проблем человеку не дают. А в Грузии, чтобы вы понимали, гальцев просто по умолчанию, по собеседованиям, любой институт финансируется, поддерживается. У меня приятельница тоже хотела, видно, жить, пошла и получить сначала документы грузинские, потом вернуться. У нее не было. Она говорит, меня даже не спрашивали. Мне там сказали, быстренько ей сделайте. Они цепляются за каждого гражданина. За каждого. Мы почему не должны держаться за людей? Мы должны держаться за людей. Мы должны показать, что в этой стране полноценными тем, кто за страну, да, тем, кто за республику, конечно же, должны мы их обеспечивать, им хотя бы будущее. Вот сегодняшний день ситуация такая сложная. Вот вы сказали такую важную фразу «цепляться за каждого человека». Сейчас самое главное молодежь не упустить. Вот какие шаги, какие, может быть, меры последнее время предпринимаются? Да. Это меры принимал еще и предыдущий глава, и до него, и все пытались, чтобы дети получали образование здесь, уже высшее образование. Это договаривались с ректором университета, там весь коллектив такой, он поддерживает эту идею. И Олег Алексеевич лично набирал, вот так говорил, я готов принять детей, давайте сюда. Вот по виду на жительство детей мы принимаем в Багу. Получит они диплом. Все-таки это вид на жительство. Как родители потом, как ему в стране, он всегда будет искать место, куда бы выехать и где бы стать полноценным, где чего-то можно добиться, как полноценный гражданин. Всегда будет обращен взгляд на Запад. И морально как человек себя чувствует, понимая, конечно. Не может получить полноценный документ. Просто у кого есть надежда, что в дальнейшем ситуация изменится, там родство, там мама, папа, дяди, какие-то в Абхазии влиятельные, да, которые потом дальше помогут получить гражданство. Вот с таким расчетом. Россотрудничество нам помогает очень сильно. Я хочу повторить эти именные фамилии. Это Корчаева Балажан Махтыевна, это Дмитрий Геннадьевич Федотов, руководитель Россотрудничества. Наших гальских детишек поступить в вузы Российской Федерации видами на жительство, что редко, и для этого нужно еще делать студенческую визу. И наши дети, когда мы отправляем их, они нам дали квоты, у нас детишки прошли собеседование, все отлично, довольны. Потом в процессе стали родители отказываться. Они говорят, мы думали, если дети будут, мы тоже сможем к ним попасть. Ребенок, когда учится за границей, родители то есть тоже... родители даже не могут пересекать границу? Не могут, нет, только гостевой визой. Вот если им гостевая виза придет сюда, посольство Российской Федерации, на их имя, виза и все остальное, это месяц, два, три, даже несколько какой-то период. Но есть, например, родственники, да, у кого-то, там у детей, там двоюродные дяди, тети, вот они могут поехать учиться. Но и то университет хочет оформлять студенческую визу. Чтобы оформлять студенческую визу, надо показать документ как минимум не меньше 3 лет.
Мы даем же загранпаспорта в нарушение тоже законодательства. Мы уже, когда поняли, что натворили... Абхазский загранпаспорт. Да, абхазский загранпаспорт выдается гражданину, вообще-то. А тут получается... еще по виду на жительство ответственность на себя берет руководство, понимая, что детей надо, ответственность берет руководство на себя, и вот так вот загранпаспорта дают на год. И, во-первых, мы не такое богатое государство, что уж ежегодно распечатывать даже тот документ, он все-таки стоит, что-то стоит. И университет хочет теперь 3 года, а 3 года у нас такой практики нет. И вот так персонально за каждого хожу, сам вице-президенту рассказываю, уговариваю, беру справку университета, где написано, в случае, если не будет предоставлен трехгодичный, будет отчислено. Показываю, вот смотрите, вот давайте ребенку дадим. И вот так по каждому персонально, индивидуально. Вот так каждому. А много таких, Константин Эдуардович, сейчас студентов, которые учатся в России, вот именно по квотам, которых удалось отправить? Из 5 прошедших у нас 2 остались. Всего. Это вот за этот год? Да. Только этот год прошлый. За этот год только 2. Это Сергинава девочка, там и еще одна фамилия. Вот. То есть, получается, 3 отказались и смогли? Да, в процессе, родители уже отказались. А вот эти 250 выпускников, получается, уехали в Грузию учиться. Какая-то часть в Абхазском университете осталась, наверное, но... 12-15. То есть подавляющее большинство все уедет. Уедет, мир открытый, получат образование, где-то жизнь поинтереснее, чем в Гальском районе, в Абхазии. Дети там останутся. Не понимаешь, что они вернутся зачем? Кому они тут нужны? Если они знают, что они тут не нужны, как полноценный, конечно, он себя будет где-то искать. Конечно, будет себе искать. Помимо документов, есть еще такой языковой барьер все-таки в Галском районе. Вот на каком уровне сейчас вот этот вопрос? Барьер русскоговорящие. В Гальце все говорят на русском языке. Кстати, очень востребованный в Грузии в связи с туризмом из России в Грузию. Еще несколько лет назад в Галском районе сложно было услышать или русскую, или абхазскую речь. Лет 10 назад точно. Нет, это старшее поколение все по-любому говорят на мингрельском, на родном языке. Грузинскую речь я не слышу. Мингрелы в основном. Мингрелы, конечно, старшее поколение разговаривает, и это нормально, и должны разговаривать на родном. Что касается методики обучения детей, то у нас вся методика предоставлена нашим Министерством образования. Еще раз хочу повториться, пускай никто не говорит, что там все идет по грузинскому. Неправда. Грузинский язык преподается как предмет. Как предмет. Абхазский язык, у него больше часов на преподавание, грузинский меньше всего, а вся методика на русском. Но, с другой стороны, когда мы говорим об интеграции, нужно это все-таки делать мягко и уделять внимание их каким-то интересам, и их родному языку, с другой стороны, тоже. Да, и вообще, если говорить о родном языке, есть группа людей, гальцев, мигрелов, у которых есть, там не группа, там 2-3 человека, вообще их такое небольшое сообщество, 2 только есть. У них есть паспорт Республики Абхазия, гражданина, но с национальностью мигрел. Знаете, какую гордость они тут показывают? Тут наш паспорт у Гацерели, он сейчас баллотировался в депутаты, вот у него паспорт гражданина национальность мигрел, как флагом размахивает. Прямо показывает, всем с гордостью показывает. И это тоже надо на это внимание уделять. Если они хотят, я вообще говорю, что мигрелы вообще и царство имели, и дворянство имели. И вообще это нация, которой язык у них, и письмена были в древности. Мне попадал даже отец у меня такой интересованный человек был, русско-мигрельский разговорник, 1800 какого-то года был. Утеряли, сейчас восстанавливает, там ребята занимают. Все это комплекс, люди должны понимать, что о них забота в государстве есть и будет. Тогда будет и развитие тоже. Когда перспективу не даешь человеку, рыба, как говорится, где глубже, человек где лучше, будет уезжать. А если подытожить наш разговор и немножко вернуться к законопроекту, все-таки в каком виде его, как вы думаете, могут принять? Готовы ли сейчас депутаты пойти на вот эти послабления, если сравнивать с ситуацией 2014 года? Хочу, знаете, отметить этот законопроект на первом этапе. Спикер предыдущего созыва, Валерий Емельевич Кварча, он выносил, если вы помните. Потом ряду оппозиционных депутатов оно прошло, потом ряду оппозиционных депутатов это не понравилось, пошел шум, собрали сессию уже без спикера, который с нарушением законодательства. Ладно это.
Как бы на сегодняшний момент этот законопроект поддерживает Кан Валерьевич, очень поддерживает, он приезжает в район, несмотря на там политические разногласия, у нас там разное видение развития страны, плохо никто не желает, но каждый по-своему. В этом вопросе вот это единогласно поддерживает. Я думаю, получится. Получится нормальный, хороший закон, который даст новый импульс для развития, для понимания человека, что Республика Абхазия – это родина, которая будет заботиться о них, как и должно быть. А политические права, участие в выборах, рассматривается ли этот вопрос в рамках этого законопроекта? И в будущее, если станут гражданами, там ряд преференций закон даст. Кому-то просто вид на жительство разрешит иметь и дальше с 10-летним пребыванием, как говорится. Это все. Но политических прав по виду на жительство не будет. Будет только те, кто стал гражданином, конечно, у него будут политические права. Но была еще одна тема. Все равно в любом случае по Гальскому району больше 50% останется людей с видом на жительство, потому что это будут не этнические абхазы, это будет мингрел, и они попадут в ту же турбулентность политическую, которая до сих пор идет. И мы рассматривали один законопроект, инициативу, и, скорее всего, будем говорить, чтобы могли участвовать по виду на жительство в муниципальных выборах, местных, они без больших политических прав, это хозяйствующие субъекты практически, чтобы местные могли участвовать в выборах, хотя бы муниципальных. Мы сейчас проводим муниципальные выборы, просто в натяжку, просто за каждого человека, чтобы кворум получить. Мы видим, что там за некоторых кандидатов 2 голоса. Совсем мы как-то так их, для того, чтобы зарегистрироваться, там 50 надо, находим их где-то из-под земли, достаем, где в разъезде, чтобы нас показало, по цифрам все сошлось. Таким же. Уже будет население около 30 тысяч. По давнишней переписи нужно, это вопрос переписи тоже поднимать, и, скорее всего, мы к этому подойдем с следующего года. Такие хотя бы права небольшие для людей с видом на жительство. А дальше время покажет. А сами граждане, как наверняка услышали эту новость о том, что такой законопроект, как они восприняли? Где меня встречают, как это, Щеня Джеремия говорят, это, наш дорогой, они очень, есть надежда, просто радуются, эту надежду уже отнять. Сейчас, если отберем эту последнюю надежду, уже никто не поверит. Каждый раз декларируем, все будет, скоро будет, потерпите, скоро будет, не переживайте. Люди взрослые, у меня сотрудник Лепсая Валикович, он говорит, я этнический абхаз. По книге Ачукба, Тимраз Алиевич, эти все фамилии, он говорит, у меня нету гражданства Грузии, никогда не было. Один ВНЖ, дайте мне, говорит, умереть, говорит, с паспортом. Ему под 80, как бы. И старое поколение, люди проработали по несколько лет, самые тяжелые времена главами администрации сел. Главами. В тот период, когда людей партизанщина держались, семьи страдали от партизанов, гражданство не даем. А молодежь не будет ждать. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню нашим слушателям, мы говорили с главой Галского района Константином Пили о правовом положении граждан Галского района. Спасибо, Нала. Главный четверг. Главы городов и районов республики